Ароматная, сочная и очень сладкая холмовская клубника стала настоящим брендом. В прошлые годы ее практически невозможно было найти на крымских рынках. Почти всю клубнику из Заланкоя увозили фурами на материк, и этому есть причины. Здесь выращивается крупная, сладкая, ароматная, наполненная светом крымского солнца клубника. Такую ягоду выращивают в тепличном хозяйстве, называющемся «сладкая клубника». Кстати, это самое большое клубничное предприятие Крыма. Надия Кадырова работает здесь уже более 9 лет. Бригадир растениевод знает об этой ягоде все. Начиналось все, конечно, с маленьких объемов, планы были грандиозные, и мы с каждым годом все ближе и ближе к нашей мечте. Такую сладкую ягоду, как у нас, наверное, нигде еще не научились выращивать, потому что, не знаю, мы вкладываем туда тепло свое. Но мне кажется, за столько лет уже любой человек в Крыму сможет отличить нашу клубнику. У нас же и укладка особая. Мы ее особо укладываем. У нас свои ящики, в которых видно, что это наша клубника. И качество, конечно, качество, потому что у нас очень высокие требования. Работа в теплицах длится круглый год. Сбор ягод начинается в апреле. Ну и в течение 3-4 месяцев у нас продолжается сбор. Потом у нас работа вообще круглый год здесь, но с апреля месяца мы начинаем набирать людей, которые здесь работают, которые помогают нам в этой работе, собирают клубнику. Потом, после того, как сбор заканчивается, у нас остаются люди, которые в основном составе здесь работают. Они начинают заново посадку растений, уход за растениями всю зиму, чтобы к следующему сезону мы могли опять же вырастить эту клубнику. Секрет успеха клубники из холмовки – иностранная технология. В этих теплицах выращивается исключительно сорт клири, привезенный из Италии. Крымский климат для него отлично подошел. Начиная от конструкции теплиц до выращивания ягоды – это все итальянские технологии и правила сбора. Для того, чтобы узнать, спелая наша клубника или нет, мы должны посмотреть под плодоножку. Она должна быть полностью красная. Самая главная фишка – сорвать клубнику за хвостик. То есть вот в таком виде клубника должна попасть на прилавки магазина. После того, как мы ее собрали, мы эту клубнику отправляем на холодильник. То есть она должна в любом случае охладиться немножко. Общая площадь теплиц 12 гектар. Здесь ежедневно собирают до 8 тонн клубники. Сборщики урожая трудятся в несколько смен. После сбора урожая клубника проходит несколько этапов контроля. У нас же каждый ящик под определенным номером. То есть у каждой сборщицы свой определенный номер. И вынося сюда ящик с клубникой, проверяющий проверяет, записывает на ящике номер этого ящика. То есть контроль полный идет. Сначала она посмотрит уровень спелости ягоды, чтобы она была не поврежденная, ни в коем случае не гнилая, потому что попадается разная ягода. Если есть какие-то замечания, то по этому номеру мы можем вызвать сборщика и рассказать, какие недостатки, какие недочеты, чтобы можно было исправить это все. Холмовская клубника – экологически чистый продукт. Агрономы не используют никакой химии, а от вредителей защищаются биологическими методами. Большая часть клубники отправляется в регионы России, но в этом году у жителей полуострова больше шансов насладиться этой чудесной ягодой. Тем более, что успешная итальянская технология теперь применяется почти в каждом дворе Заланкоя.